Сотни этапов военно-технических соревнований по 30 видам армейского искусства, которые проходят в эти дни на территориях 5 государств – России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Узбекистана. В течение 13 дней профессионализм и волю к победе продемонстрируют тысячи лучших военных специалистов, более 160 команд из 32 стран. Абхазские военнослужащие под государственным флагом примут участие в 5 конкурсах – танковый биатлон, мастер-оружейник, полевая кухня, аварийный район, а также представят страну в фестивале национальных культур «Дружба без границ». На официальной церемонии открытия международных армейских игр присутствовала делегация Министерства обороны Республики Абхазия во главе с министром Владимиром Ануа. Конечно, впечатление огромное. Открытие тогда, когда знамя, или флаг республики идет во главе всего этого церемонии. Это Республика Абхазия. Для нас, конечно, это поднимает дух, поднимает настроение, и на завтрашний день оно дает, мир в какой-то степени. В рамках визита 23 августа также состоялась рабочая встреча глав оборонных ведомств Абхазии и России. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поприветствовал коллег, прибывших на форум «Армия-2020», пожелав нашей команде успешных выступлений. Наши отношения понятны, общеизвестны. Мы и партнеры, и соседи, и друзья. Исходя из этого и строим все остальное, всю дальнейшую работу. Надеюсь, что и сегодняшняя выставка, и армейские игры, на которых показывают свое мастерство лучшие военнослужащие, принесут существенную пользу в обеспечении безопасности в регионе. Добро пожаловать! В свою очередь, министр обороны Абхазии генерал-полковник Владимир Ануа отметил значимость участия абхазских военнослужащих в армейских международных играх. Владимир Ануа также вручил Сергею Шойгу орден мужества Абхазии, которым министр обороны России награжден указом президента Аслана Бжания за личное мужество, проявленное в ходе операции по спасению жителей блокадного города Тхорчал в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Наградить Шойгу Сергея Кужугетовича Афархатараза орденом мужества. Президент Аслан Георгиевич Бжания. Россия и в дальнейшем планирует развивать нормативно-правовую базу в области обороны, а также наращивать военное и военно-техническое сотрудничество, отметил Сергей Шойгу. Ранее министр обороны России сообщал, что два государства ведут всестороннее содействие в обеспечении военной безопасности. Однако некоторым мероприятиям в текущем году помешала пандемия коронавируса. Шойгу подчеркнул, что план взаимодействия будет скорректирован. И вот наступил день танкового биатлона, самого зрелищного конкурса военных игр, представляющего собой соревнования танковых экипажей в искусстве вождения, в точности стрельбы из штатного и дополнительного вооружения. Конкурс проводится в несколько этапов, в которых принимают участие по 2-3 экипажа от каждой страны. Но так как Абхазия в играх участвует впервые, был подготовлен только один экипаж. Поэтому наша команда соревновалась только на одном этапе индивидуальной гонки. Выступление всей команды. Ну что ж, отправляется на трассу конкурса «Танковый биатлон» 2020 года сборная Абхазии. Пожелаем удачи нашим ближайшим соседям, нашим друзьям и братьям выступить достойно в этом конкурсе. Согласно жеребьевке, в этом конкурсе команда из Абхазии соревновалась с танкистами из Лаоса, Таджикистана и Конго и стартовала первой. Получив команду и разрешение, Яшар Ашуба, Роберт Хашба и Зураб Кварчи начинают прохождение дистанции. Сейчас главное не допустить ошибок, не сбить ограничительные столбики на первом рубеже, который называется «Змейка». Участок маневрирования, нужно пройти его, осторожно маневрируя, между столбами. 15 метров между столбами, и нужно еще выйти в ограниченный проход шириной всего-то навсего 6 метров. Следующий уровень — стрельба по мишеням включает в себя несколько видов: из пушки, пулемета и гранатомета. Из пушки наша команда поражает всего одну цель из 3. Более удачными оказываются попытки поражения мишеней из пулемета и гранатомета. Здесь наша команда успешно справляется с заданием.
Немного ниже прилетают брусвер пули и попадает. Хорошо, Абхазия. Блестящая работа наводчика-оператора. Можно отправляться к финишу. Также мы видим, как экипажи преодолевают различные препятствия, включая рвы с водой и песочные насыпи. Здесь также важно не допустить ошибок. В итоге, несмотря на то, что команда Вооруженных сил Абхазии впервые участвует в столь престижном международном конкурсе, она достойно представила страну и заняла первое место в своей подгруппе, показав хороший результат, преодолев дистанцию за 32 минуты 8 секунд, поразив 3 цели из 5, а все другие испытания пройдя без единого нарушения. Сборная Абхазии, первый экипаж. Друзья мои, встречаем гром аплодисментов и оваций. Есть. Давайте посмотрим время. Прекрасное. 32 минуты 8 секунд. Это впервые участвующая команда. Молодцы! Скандирует трибуну и выполняет воинское приветствие. 24 августа также прошел первый этап конкурса «Полевая кухня», в котором абхазские военнослужащие соревновались в стрельбе и стали четвертыми. А свое искусство приготовления армейской пищи наша команда покажет 25 августа. Напомню, что информационную поддержку команды осуществляет Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия. Сария Гварацхеля, Абхазское телевидение.